Кротон-4, подземный ядерный взрыв, по мощности был гораздо мощнее, чем ядерная бомба, скинутая на Нагасаки. Нагасаки бомбили бомбой Толстяк, никак не связано с моей фамилией. И вот Кротон-4 был мощностью 22 килотонны. Как тебе такое, Илон Маск? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на историческом канале Эхо Якутии. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы сегодня поговорим о мирных подземных ядерных взрывах в Якутии. Период с 1974 по 1987 годы на территории Якутии было 12 подземных мирных ядерных взрывов произведено. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о некоторых из них, о том, какое значение имели эти подземные ядерные взрывы, какой след они оставили в науке, в геологии в частности, и расскажем, какие последствия этих подземных ядерных взрывов на себе ощущают жители Якутии. Поехали! Но давайте разберемся вообще, зачем нужны были эти подземные ядерные взрывы. В начале 40-х годов 20-го столетия великий исследователь, геолог Ричард Мак, в ходе своей очередной экспедиции на реке Вилюй предположил, что в бассейне этой великой якутской реки могут находиться алмазы, алмазные месторождения. И вот это вот событие, это предположение является отправной точкой для освоения алмазной промышленности в Якутии как таковой и в целом по стране. Он предположил, что Вилюйский округ должен быть богат на железную руду, на соляные, залежи, какие-то драгоценные камни и металлы. Он описывал наличие большого количества гнезд голубой глины. Это очень было, скажем так, востребованный на тот момент минерал. И вот в ходе своей экспедиции он в результате своих исследований, в результате своих наблюдений, он вот это вот предположение высказал. Вообще в начале 20-го столетия начинающие геологи, ученые, которые исследовали Сибирь и Дальний Восток, они уже, конечно, имели представление о том, что представляют из себя алмазоносные месторождения. Уже вовсю, собственно говоря, идет так называемая алмазная лихорадка в Африке. Де Бирс там уже активно извлекает алмазы, активно начинает их сортировать на ювелирные и промышленные, и, соответственно, торговать ими. Поэтому вот профессора Вернадский, Соболев и другие, они уже, когда приходят в Якутию, они имеют представление, как вот из себя выглядят эти пласты алмазоносные. Вот, собственно, они, когда изучают эту природу их происхождения, они натыкаются на первые свидетельства того, что здесь есть алмазы, и начинается промышленное освоение вот этих вот земель. Во времена Великой Октябрьской революции геологические исследования были по понятным абсолютно причинам приостановлены. Тут вообще не до каких-то там научных исследований, потому что революция, горит страна, царя-батюшку свергли. Короче, не до этого. Было не до этого. Советский Союз тоже на ранней стадии, когда уже Советы, собственно говоря, Октябрьская революция случилась. Вплоть до 1937 года, до начала красного террора, алмазами никто не занимался. Вот когда, собственно говоря, появились человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, когда вот красный террор начался, вот тогда вот эти исследования, эта наука была... тогда еще, может, не наука, но, в общем, исследования были возобновлены. Немножко приостановилось это дело с начала Второй мировой, это уже новейшая история. Конечно же, абсолютно другая промышленность была востребована в это время, особенно металлургия, потому что, страна должна обеспечивать фронт снарядами, и вообще другим вооружением, поэтому спустя несколько лет после окончания войны, 46-е и 47-е годы, вот только тогда Сталин, собственно говоря, согласовывает дальнейшее освоение Сибири и Дальнего Востока в части геологоразведки, и обнаружение там полезных ископаемых. Вот это уже дает прям такому хорошему, мощному освоению наших территорий. И здесь уже наука приступает к своей наиболее активной деятельности.
Матушкой рождения алмазной промышленности в Якутии является Лариса Анатольевна Попугаева. Все геологи ее знают, почитают. Это великая советская ученая, геолог. Она автор легендарной фразы «Закурили трубку мира, табак отличный». Речь идет об методе. Она, значит, открыла такой особенный метод по поиске кимберлитовых трубок. Да? Собственно говоря, когда экспедиция в районе Мирного проходила с ее участием, вот они применили этот метод и впервые нашли, значит, спутники алмазов в кимберлитовые трубки. В августе 1954 года с помощью разработанного Ларисой Попугаевой метода, называется пиропова съемка, была найдена первая в Якутии кимберлитовая трубка, ее назвали Зорница. В конце 1955 года уже было найдено 15 коренных месторождений алмазов, а уже через год, в 1956 году, начали промышленную разработку трубки Мир. Это самая знаменитая, самая большая трубка алмазная, ее видно из космоса. Ну, собственно говоря, все знают, в настоящий момент она не эксплуатируется, там произошла трагедия, но это тоже предмет отдельного разговора, скажем так, да. Вот, собственно говоря, вокруг этой трубки Мир мы сейчас знаем, что образовался большой город, третий по величине в Якутии, город Мирный. Ну, давайте вернемся к нашим подземным ядерным взрывам. Я хочу сказать, что вообще за всю историю подземных ядерных взрывов на территории Якутии было 12. Первый взрыв назывался «Кристалл». Он был произведен 2 октября 1974 года в 2,5 километрах к северу от города Удачного, на левом берегу ручья Улахан-Багатах, у основания плотины хвостохранилища для Удачнинского горно-обогатительного комбината. Этот ГОК сейчас входит в группу компании «Алрос». Этот первый взрыв был экспериментальным, был небольшой мощностью, его энерговыделение было порядка 1,7 килотонн, 0,7 килотонн, и глубина скважины была не супер глубокая, всего лишь 98 метров. Я говорю всего лишь 98 метров, потому что, ну, дальше мы доберемся до кротонов, это другая вообще абсолютная история. Так вот, мирный взрыв, почему он, собственно говоря, мирный, да, потому что он используется в мирных целях, более точно, если говорить, для геологоразведки. Повторюсь, ядерный заряд был заложен не самой большой мощности, 1,7 килотонны. Глубина тоже была небольшая, 98 метров, и ученые предполагали, что в результате взрыва будет некий выплеск радионуклидов в атмосферу. Это было абсолютно предсказуемо. Так оно, собственно говоря, и случилось. Буквально после взрыва радиоактивное облако, значит, распространилось по местности, не на супер большую высоту, там порядка, наверное, 2-3 километров поднялось, и по ветру ушло в безлюдную местность, к счастью. Через сутки, как пишут, значит, историки, значит, этих взрывов, мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 500 метров от эпицентра составляла 0,4 микрорентген в час. Это совершенно мало. Ну, в общем, в целом, тех предположений, какие будут последствия для этого взрыва, ну, ученые добились. Через 5 дней буквально после взрыва все ограничения в зону проведения взрыва были сняты. Все они активно, значит, наблюдали за тем, что происходит с грунтом. Буквально там через каждые 100 метров были оставлены предупреждающие знаки. Ну и вот это был самый первый взрыв на территории Якутии, недалеко от города Удачный. Но давайте двигаться дальше. 12 августа, ну, через год, 12 августа 1975 года, следующий взрыв был произведен уже гораздо севернее, в 120 километрах юго-западнее от поселка Тикси. Заряд был мощностью 7,6 килотонн. Здесь все прошло так, как они задумывали. В результате этого были там сделаны открытия о том, что, значит, здесь есть редкоземельные металлы. Сейчас эту местность также активно, значит, разведывают геологи. В период с 1976 по 1987 годы, значит, проведены 5 взрывов мощностью 15 килотонн в окрестностях города Мирного, а их называли Ака, Шексна, Нева. В результате этих взрывов было открыто Среднебатобинское нефтяное месторождение. Там сейчас ведется интенсивная добыча нефти. В 1978 году, 9 августа, в 30 километрах западнее от поселка Кобяй на озере Бадараннах была подорвана ядерная бомба, названная Кротон-4.
Это самое крупное подземное ядерное испытание. Мощность заряда составила 22 килотонны, а глубина шахты, куда был заряд уложен, составила 560 метров. 560 метров. Вот для жителей Якутска что такое 560 метров? Вот возьмите якутскую телебашню и 2 раза вот так вот ее поставьте, потому что 220 метров, 225 метров высота якутской телебашни. Вот 2 телебашни поставьте, и вот на такую глубину ядерный заряд был и заложен. Все прошло штатно, сейсмозондирование так называемое было произведено. В результате, значит, мы что имеем? Мы имеем в Кобяйском месторождение серебра, ну и знаменитые ниджилинские караси. Более подробно хотелось бы остановиться на крупнейшем, второй по мощности ядерный взрыв. Кротон-3 он назывался. Он произошел позже Кротона-4, но почему-то называется Кротон-3. Такая загадка науки. Случилось это 24 августа 1978 года. На глубине 577 метров заряд был установлен. Мощность его составила 19 килотонн. Опять-таки сейсмическое зондирование была цель ядерного подрыва. Если говорить о местности, где это произошло, это тоже довольно населенная такая территория, всего лишь в 40 километрах от поселка Айхал. Надо сказать, что все пошло с самого начала не по плану. Когда начали бурить скважину для того, чтобы заложить ядерный заряд, буровики несколько раз отклонялись от проекта. Не знаю, с чем это связано, с особенностями бурения, или это просто была халатность буровиков, но тем не менее, так или иначе, все началось именно с этого. То есть они отклонились сильно от проекта, там промахивались и заложили, собственно, заряд не там, куда планировалось изначально. Это кстати, все цепная реакция, как, собственно говоря, в ядерной физике. Да? Один маленький промах породил цепную реакцию, которая потом, значит, пошла все не так, как надо. Когда, значит, вот эту вот скважину они бурили, они должны были ее захлопнуть сверху, заложить таким нормальным слоем цемента, чтобы ядерный заряд не выскочил, выброс, чтобы в атмосферу не происходил, то есть запечатывают эту скважину. И вот то ли бетон был плохой, то ли, собственно говоря, когда они повторюсь, все началось с того, что они забурились неправильно. И когда они заливали бетон, видимо, бетон пошел не по тем каналам, а каналов было уже несколько, они же несколько там разбурились. И заложили все это неправильно. В результате, несмотря на то, что, значит, и синоптики говорили, сегодня не лучшая погода для того, чтобы взрывать этот заряд, не послушались геологи, взорвали его, жахнули. Был такой мощности взрыв, что эту пробку бетонную выдавило, ее, собственно, она разлетелась в разные стороны, и огромное количество выброса ядерного продукта вышло в атмосферу. При проверке на герметичность открытого ствола скважины в интервале 130-585 метров было установлено, что скважина не удовлетворяет требованиям технического задания. При разбуривании последнего моста буровой инструмент, значит, отклонился от ствола скважины, пошел новым стволом, но на глубине 545 метров встретился со старым стволом. Таким образом, вот на этом интервале 180 и 545 метров фактически имелось 2 ствола. И когда цемент подавали в скважины, видимо, одна скважина заполнилась, а вторая не заполнилась. И когда вот проводилось, значит, мероприятие по проверке герметичности этих стволов, туда, значит, давали давление под 40 атмосфер, и его не было. Несмотря на это, руководитель, значит, этого взрыва дает добро на взрыв. Как можно было так делать? На 5-й секунде после взрыва, значит, произошел выброс радиоактивных веществ. Облако было довольно большое. В результате того, что был моросящий дождь, синоптики предупреждали, ветер был. Вот это вот радиоактивное облако пошло низом и уничтожило 100 гектаров леса. Сейчас мы его можем наблюдать, прекрасно видно по сегодняшний день. Рядом с местом подрыва был экспедиционный лагерь, в котором находилось 80 человек. Этот лагерь накрыло облаком радиации. Естественно, здесь же началась такая суматоха. Все начали очень быстро наводить здесь
какой-то порядок, да, ну, стараться, значит, ликвидировать последствия этой аварии, а это, ну, действительно техногенная авария. Значит, они в суматохе это все делали, попытались все скрыть, но уровень радиации был, ну, довольно высокий, поэтому они очень поспешно собрались и уехали, покинули место ядерного взрыва. Повторюсь, синоптики запрещали им, они, ну, не запрещали, а рекомендовали не проводить в этот день. Был довольно большой ветер, и вот этот вот ветер разносил радиацию, и сейчас вот мы констатируем, и это видно прям, даже если сейчас посмотреть, в настоящее время это видно, то часть леса просто от последствий радиации погибла. Я на самом деле тоже был на этом месте, сейчас это абсолютно спокойное такое место, кроме пожелтевшего леса, там ничего об этом не говорит, и, собственно, столба, который говорит, что здесь был произведен подземный ядерный взрыв. Ну, там место огорожено, тоже есть колючая проволока и так далее. Ну, я побоялся туда внутрь заходить, мало ли. Но наука на сегодняшний день и радиологи говорят о том, что там концентрация вредных веществ в пределах допустимой нормы. Так вот, возвращаясь к этому подземному ядерному взрыву, уезжает экспедиция ровно на 3 года. Что происходит за 3 года? Конечно, это же Россия, великая Россия. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Местное население просто этот вахтовый поселок растаскивает. Воруют все. Сборные панельные дома они растащили. Несколько единиц техники, оборудование, там были дизель-электростанции стояли и так далее. Все это растащили. Страшно представить, какие последствия потом были у тех, кто это дело, ну, украл. Стырил. Наверняка у них была какая-то лучевая болезнь и так далее. Хотя, конечно же, Чернобыль еще не случился, но о влиянии радиации на организм человека было уже известно на тот момент. Давайте более подробно остановимся на том, что украли местные мародеры. Значит, сборные дома 7 штук, вездеход, автомобиль ГАЗ-66, подъемное устройство, ну кран, 6 емкостей под горючее, 2 дизельных электростанции и несколько километров кабелей. Вот это добыча местных мародеров после того, как вахтовый поселок покинули эти геологи. Конечно, в результате подрыва и выброса радиоактивных веществ сотрудники, проводившие подрыв, они получили радиационное излучение в 2-3 раза превышающую норму. Потом, конечно же, их эвакуировали и долго лечили от лучевой болезни. Кроме того, значит, в первые 3 суток на разных высотах происходило изменение атмосферного давления, и менялся ветер, направление ветра, и радиоактивный след дошел аж до поселка Айхал и до реки Мархи. Там стояли метеостанции, и метеорологи тоже немножко получили дозу радиации. А вообще, сам вот этот вот радиоактивный след, он пошел в сторону бассейна реки Вилюй. Конечно же, аварию моментально засекретили. Никто в момент аварии из местного населения об этом не знал. Наверняка даже не знали там в Министерстве промышленности Республики Саха-Якутия. Скорее всего, допускаю, что знали первые лица, первый секретарь обкома ЦК Якутии, да. Впоследствии, когда вот спустя 3 года после подрыва этого ядерного заряда туда вернулись сотрудники, они проводили реабилитационные так называемые мероприятия, рекультивацию земель, значит, проводили, был сооружен могильник глубиной 2,5 метра, где было захоронено все это оборудование, которое, ну, использовалось для устройства, значит, этого ядерного взрыва. Уже потом, сильно позже, значит, были произведены работы по устройству большого могильника с применением самых крутых на тот момент технологий, конечно, это все делалось, там, вплоть до изоляции, гидроизоляции, изоляции, чтобы мерзлота не выталкивала, вот это вот все делалось. Брались анализы у местного населения, брались анализы воды, окружающей среды, брали на анализы мох, соскобы с деревьев, кору брали, значит, изучали животных, животный мир, да, ну, то есть там как чувствуют себя олени, там условно. И, ну, действительно обнаружили, что в районе проведения этого подземного ядерного взрыва очень большая концентрация искусственных радионуклидов, таких как цезий-137, стронций-90 и плутоний-239. Это очень вредные штуки.
Позднее, после неудачного подрыва Кротона-3, в Якутии было произведено еще 2 подземных ядерных взрыва, также на территории Мирнинского района, и второй, последний, который назывался Кимберли-4, был произведен в 130 километрах юго-западнее от Верхневилюйска. Оба они имели также геологическое значение. В первом случае, значит, Вятка, подорванный в 120 километрах юго-западнее города Мирный, заряд составлял 15 килотонн, значит, его подорвали для того, чтобы усилить, значит, добычу нефти и газа. Второй, Кимберли-4, повторюсь, недалеко от Верхневилюйска, был подорван с целью сейсмозондирования. Давайте теперь разберемся о последствиях, какие, значит, последствия имели для жителей Якутии, для коренного населения. Поскольку все это делалось в интересах геологоразведки, то сейчас и в новейшей истории, в частности, все исследования по воздействию и последствиям ядерных взрывов берет на себя алмаздобывающая и нефтегазовая промышленность, в частности группа Алроса. В 2001-2002 годах, значит, привлекала сюда ученых, экологов, которые изучали последствия для земли и воды. Ну, а другая группа ученых-медиков под руководством Валерия Павловича Рамзаева, это сын выдающегося, значит, тоже профессора, медика, человек, который изучал последствия радиации на организм человека. Он, кстати, ликвидатор Чернобыльской аварии. Вот они, значит, проводили тоже ряд радиационно-гигиенических обследований населения местного, и в результате их обнаружили о том, что действительно есть небольшие такие дозы облучения, но они все находятся в рамках ПДК, ну, то есть абсолютно не вредны. Об аварии на Кротоне-3 местное население узнало лишь спустя 12 лет. Повторюсь, местные власти и Минпром СССР, безусловно, эту аварию сразу засекретили, и 12 долгих лет местное население было в неведении о том, что случилась такая техногенная авария, и на протяжении 12 лет, собственно, впитывали в прямом и переносном смысле последствия на себе. Ну и в заключение темы несколько интересных, полезных фактов по этой тематике. В результате ядерных взрывов, повторюсь, было динамичное развитие алмазной промышленности в Якутии. На сегодняшний день треть всех алмазов в мире добывается в Якутии. Компания Алроса, алмазы России Саха, на сегодняшний день является флагманом в алмазодобывающей промышленности. И все, по большому счету, крупные ювелирные дома, будь то Cartier, Tiffany или там Чопорт, например, да, все эти крупные ювелирные бренды используют якутский алмаз в своих ювелирных изделиях. Это достоверный факт. Кроме того, существует мнение, и это мнение авторитетных экспертов, что якутский алмаз, он самый чистый, он самый ювелирный. Люди, посвященные в алмазогранильную промышленность, отрасль, они разбираются в этих вопросах. Вот самые чистые алмазы, на самом деле, вот якутские, добытые, например, в Африке алмазы, они сильно уступают по чистоте, по цвету, по цветности и так далее. Ну, лидером в огранке, естественно, сегодня является Индия. Несмотря на то, что, казалось бы, алмазы все здесь, берите, дограните, но нет. Индия выигрывает за счет того, что у них этот труд гораздо ниже стоит. И вот эти все алмазные биржи, будь то в Антверпене и так далее, все они покупают бриллианты, и вот после огранки индусами. И потом уже их, значит, распродают на своих аукционах. Вот такой примечательный факт. Второй занимательный факт. Так принято, что самым крупным найденным алмазом дают имена собственные. И причем не обязательно, чтобы это было там названо в честь человека, который его нашел. Вовсе нет. Называли вплоть до того, что карьере Мир. На карьере Мир был найден большой такой крупный алмаз весом 320 карат. 320 карат. 320 карат. И он был назван, угадайте, в честь чего? В честь
26-го съезда КПСС. Потому что, собственно говоря, в этот год он и проходил, 89-й год. И еще несколько баек в довесок в завершении нашего выпуска. Говорят, что Вилюйские котлы, знаменитые Вилюйские котлы, это тоже результат подземных ядерных взрывов. Но происхождение их наука до сих пор пытается досконально доказать, поскольку, не факт. Вторая байка, она также, наверное, перекликается с байкой, связанной с Кольской сверхглубокой скважиной, когда говорят, что когда буровики бурили очередную скважину для того, чтобы заложить туда ядерный снаряд, наткнулись на очень странные звуки, которые исходили. Вот абсолютно такая же история, когда копали Кольскую сверхглубокую, когда они там больше 5000 метров уже забурились, они там услышали голос демона, да? Примерно то же самое здесь в Якутии происходило. Это байка. Еще раз повторюсь, не было никакого научного подтверждения этому рассказу, но вот народный эпос гласит об этом. Интересная история, согласитесь. Вот такая была сегодняшняя наша история. Я очень надеюсь, что при будущем освоении наших огромных территорий, и вы помните, что Якутия это кладезь всего полезного, полезных ископаемых, минералов. Вся таблица Менделеева представлена на территории нашей республики. И в поисках этих богатств недр я очень надеюсь, что такие варварские способы применяться больше не будут. Наука и геология, в частности, шагнула далеко вперед. Сейчас уже новое поколение геологов использует новые современные методы, в том числе и спутниковую съемку. Это очень здорово. Поэтому мы надеемся, что вред экологии в результате нашего антропогенного воздействия больше наноситься не будет. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, продолжайте также активничать в наших комментариях под нашими роликами и приглашайте к просмотру ваших друзей, знакомых. Делитесь, нажимайте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всем хорошего настроения. Увидимся. Пока.